Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас. В эфире информационно-аналитическая программа «События недели». В студии Белла Кварчия. Основная тема нашей сегодняшней передачи – роль и возможности общества и общественного мнения в борьбе с преступностью. Тема, как нам кажется, приобрела актуальность в связи с усилившейся реакцией представителей криминального мира на действия правоохранительных органов. Как общество может влиять на эту ситуацию, мы обсудим с гостем в нашей студии. А сейчас о том, что произошло на этой неделе, рассказывает Ролан Матуа. 25 января на сочинском курорте «Роза Хутор» выставкой «Абхазия. Душа, воображение, разум» открылся новый сезон художественной галереи «Арт-пространство У». Там впервые были выставлены работы 3 абхазских художников – Адгура Пилия, Маяны Цвижба и Адгура Ампар. Полотна художников самые разные по жанру и манере написания. Адгур Ампар представил работы в стиле абстракционизма. 16 полотен Маяны Цвижба – натюрморты и пейзажи. Основная тема творчества Адгура Пилия – отображение видов родной Апсны. 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. 70 лет назад советские войска освободили узников концлагеря Освенцим. В Сухумской синагоге почтили память жертв Холокоста. В синагогу пришли представители всех поколений общины. По еврейской традиции зажгли свечи в память о 6 миллионах евреев, погибших от рук нацистов в годы Второй мировой войны. 27 января Министерство экономики Абхазии представило проект закона о финансовой аренде и лизинге, который должен стать очередным шагом по созданию в республике благоприятного инвестиционного климата. По сути, лизинг – это аренда имущества с правом ее последующего выкупа. Сегодня, ввиду труднодоступности кредитных ресурсов в нашей стране, лизинговый механизм может стать удобной альтернативой инвестирования в основной капитал, считают в Министерстве экономики Абхазии. У абхазских предпринимателей будет возможность приобретать технологическое оборудование, строительную технику, сельскохозяйственную технику, автотранспорт, высокопродуктивный племенной скот и многое другое имущество, которое необходимо в ежедневной производственной деятельности. 28 января Центр стратегических исследований при президенте Абхазии презентовал первый этап стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 года. В него вошли отчет по комплексному анализу социально-экономического положения в республике за 2004-2013 годы, а также аналитический отчет по результатам социологического исследования. В исследовательскую рабочую группу вошли известные экономисты, экологи, социологи и другие специалисты с достаточным опытом и знаниями по данной теме. Поэма народного поэта Абхазии Мушни Ласуря «Золотое руно» удостоена Российской общенациональной премии «Золотой Дельвиг» за верность слову и отечеству в номинации «Поэзия». Церемония награждения пройдет 4 февраля в Москве в Государственном музее имени Александра Пушкина. Историческая поэма «Золотое руно» была опубликована еще в 80-е годы прошлого столетия, но Мушни Ласуря вновь обратился к ней, доработав ее новыми сюжетами. Трилогия Александра Орлова-Кречмера «Образы Абхазии» удостоена Всероссийской православной премии имени святого князя Александра Невского за 2014 год. Литературная комиссия в составе ведущих писателей и литературных критиков России посчитала книгу «Образы Абхазии» лучшим научным изданием. Трилогия – результат многолетних исследований автора, в котором раскрываются неизвестные ранее сведения об истории Абхазии. С 29 января на карантин закрылись все учебные заведения Гудаутского района. В Гагре закрыты 1-я, 2-я, 4-я школы и лицей-интернат. У учеников Сухумского и Калдахарского интернатов не будет занятий до понедельника. В Ачимчирском районе ситуация лучше. Для закрытия учебных заведений на карантин надобности нет. В Ткварчальском районе закрыта пока одна школа номер 2 до понедельника. Если ситуация останется сложной, карантин в школах и детсадах будет продлен. 30 января правительство приняло бюджет на 2015 год. За это решение проголосовали члены Кабинета министров на очередном заседании. Кроме того, министры обсудили еще около десятка вопросов, по каждому из которых было вынесено решение. Бюджет государства в этом году составил около 12 миллиардов рублей. Сумма, как отметили на заседании, солидная, но все же недостаточная, чтобы покрыть нужды республики. Бюджет социально ориентированный в первую очередь направлены на повышение заработной платы госслужащих. Дефицит составляет 240 523,2 тысячи рублей. Первую главную задачу, которую мы должны были выполнить в этом бюджете, это повышение заработной платы. Провели пересчет заработной платы по всему бюджету. В первую очередь это в социальной сфере.
30 января парламентская комиссия по законности выдачи общегражданских паспортов Абхазии подводила итоги деятельности. В заседании приняли участие прокуроры городов и районов республики. Председатель комиссии, депутат парламента Аслан Кобахи, ознакомил собравшихся с новой программой, в которой собрана вся база данных по выданным паспортам. В ней собраны сведения о рождении, смене фамилии и национальности гражданина. Согласно новой базе данных, в Абхазии проживает более 90 национальностей. Только в столице выдано 36 808 абхазских паспортов. Из них проверкой выявлено, что паспорт получили 3787 граждан, которые не родились на территории Абхазии. Парламентская комиссия продолжит проверку. В Гулрыбском районе завершилась реконструкция корпуса республиканской специализированной психиатрической больницы. 30 января объект был открыт в торжественной обстановке. Реконструкция была произведена в рамках Российского комплексного плана по социально-экономическому развитию Абхазии. Учреждение представляет собой специализированную психиатрическую лечебницу самого высокого уровня. Мы оснащены препаратами последнего поколения, которыми пользуются учреждения, ведущие Российской Федерации, там, где мы проходили учения. И помимо того, что мы обеспечены ими, мы еще и бесплатно можем обеспечивать наших пациентов, я имею в виду не в стационаре, а также амбулаторно. Таковы были основные события, которые произошли на уходящей неделе. А теперь вернемся к главной теме нашей программы – криминал и общество. Обсудить эту тему мы пригласили председателя партии АРУА Илью Гунья. Здравствуйте. Здравствуйте. Перед тем, как начать беседу, я хочу предложить вашему вниманию сюжет, который подготовила наш корреспондент Несвашба. Пожалуйста. Наше общество всегда неоднозначно относилось к криминалу, в частности к ворам или законникам, как именует их Википедия. Членам преступного мира зачастую приписывались различные заслуги, сомнительные достижения, а иногда и псевдогероические поступки. Некоторые в нашем обществе уверены, республику обошел великий шелковый путь наркотрафика, наркоторговли. Якобы наркотиков в Абхазии нет, и эта заслуга целиком и полностью приписывается так называемым ворам в законе. Однако официальная статистика говорит об обратном. Практически ежедневно задерживают молодых людей, находящихся под воздействием героина, метадона или марихуаны. Их количество достигает от 20 до 30 человек за неделю. Очень часто вам преподносят информацию, которой не было, но вам так преподносят в том ключе, в котором удобно им. Соответственно, вы свое, так сказать, недовольствие выражаете в адрес правоохранительных органов. Не все так, как вам говорят. Вас просто хотят с нами столкнуть, а сами хотят остаться в стороне. Пусть каждый себе спросит, когда он выражал недовольствие, с чьих уст он получил информацию. Один миф развеян, теперь о другом. Не будем забывать, что лица из криминальной среды не служат, не воюют, и в час опасности для страны, для народа, в частности такого малочисленного, как наш, от них немного толка. Защитников Родины они пренебрежительно называют не иначе, как автоматчиками. Преступный кодекс не позволяет им уважать таких людей. У них своя профессиональная, будем говорить, этика запрещает участие в боевых действиях, в войне. Никоим образом не хочу подвергнуть сомнению их патриотизм. Они любят свою родину, если не больше, то не меньше меня. Но все-таки мужчина призывного возраста, здоровый, сильный, во время войны должен только воевать. Никаких других вариантов нету. А если существует идеология, которая не приветствует это, она нам неприемлемо, потому что у нас война не закончилась. И я предлагаю никому не обольщаться. И у нас есть примеры из жизни, когда авторитетов преступного мира лишали их звания только за то, что они соизволили на пару-тройку дней прийти и встать с оружием в руках рядом с защитниками Родины. Размышляя на эту тему, невольно приходишь к мысли о разделении криминальных авторитетов на две категории. Так называемые воры в законе и воры-чиновники, которые, естественно, тоже преступники. И если в отношении первых все очевидно, то деятельность вторых всегда тайна, покрытая мраком. Криминал уже пытается влиять на действия правоохранительных органов через коррумпированные связи, коррупционные связи. А я по-другому не могу понять, когда люди так отчаянно
защищают криминальные элементы. Я что-то не всех их замечал, когда речь идет о наших врачах, о наших учителях. Мы в первую очередь их должны поддержать, их защищать. Но я думаю, придет время, у нас всегда народ очень мудрый, все поставит на свои места, и мы будем жить счастливо, и наши дети будут жить в этой стране и гордиться. А что же общество? Насколько криминал влияет на нашу жизнь? С этим вопросом мы обратились к представителям различных общественных организаций, партий, движений. Послевоенный период это уже произошло, такая романтический ореол вокруг криминальных авторитетов. Вор в законе, это, в общем-то, для многих это вполне уважаемый человек, и достаточно пойти на наши кладбища и увидеть, у кого самые роскошные могилы. Вот пока мы не поменяем вот эту идеологию и ценности нашего общества, я боюсь, что очень мало что можно будет сделать. Набираем несколько слов в поиске, открываем первую же ссылку. Из общего количества представленных криминальных авторитетов 34 абхаза. В списке первый по количеству грузины, затем азербайджанцы. Тройку лидеров замыкают абхазы. С самим мышлением и с образом жизни, конечно, что это не самый лучший вариант для жизни общества, но я думаю, что это довольно-таки аксиома, которая ничего, весь мир живет как-то по-другому. Достаточно просто поддержать себя мыслью о том, что там, где воруют, там благосостояния не будет. Вор должен сидеть в тюрьме. С этой аксиомой согласны все. В их понимании нормальная спокойная жизнь может наступить лишь с исчезновением криминальных групп, банд, кланов. И у МВД нет другого пути, кроме как освободить нашу страну от этой, с позволения сказать, нечисти. Расхожее мнение существует, что эти люди имеют больше авторитета. Порой бывает, когда что-то несправедливо происходит, люди не бегут к властным структурам, которые обязаны предотвратить, и люди ищут иные пути среди тех, которые, в общем-то, являются самими преступниками. Я всю свою жизнь прожил классически по Глебу Жеглову: вор должен сидеть в тюрьме. Для меня это аксиома. Для меня это не подлежит обсуждению. Фразу из популярного советского фильма «Украл, выпил, в тюрьму, романтика» помнит, наверное, каждый. Она как нельзя лучше описывает жизнь идеализируемого молодежи кумира под названием «вор». И мало кто сегодня вспомнит о том, кто именно придумал этот термин, кто создал воров в законе, живущих по известным лишь им самим правилам. Понятие «вор в законе» придумал никто иной, как Лаврентий Павлович Берия, человек, который враг абхазской государственности, да, он утопил в крови нашу интеллигенцию, он утопил в крови самые лучшие наши кадры. И придумал и, скажем так, поддержал идею создания вот этого вот авторитета преступного мира только для того, чтобы подавлять настроение политических заключенных уже в самих лагерях. И, к сожалению, вот эта психология тихо перекочевала в нашу мирную жизнь. Борьбу государства с преступностью каждый из нас, общество в целом, может и должно поддержать. И эта поддержка выражается не в митингах или акциях с красивыми и заметными плакатами «Мы с вами». Лишь отказавшись позвонить, попросить, походатайствовать за родственника, друга, близкого, нарушившего закон, мы не только поддержим и поможем, но и еще на один шаг приблизимся к тому идеальному государству, ради которого пролили кровь, не пожалели жизни наши родные. Низ Фаршба, Георгий Кутарба, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Илья, мы сейчас посмотрели сюжет, и после его просмотра возникает вопрос, в чем конкретно может заключаться поддержка общества в борьбе с преступностью нашим правоохранительным органам? Я, конечно, согласен, что вор должен сидеть в тюрьме. Но у нас, мы когда говорим вор, мы все время имеем одну категорию людей только в виду, да, мы говорим, там, вор в законе, там, вот он должен сидеть в тюрьме. Но есть и другие категории воров, да, а как быть с ворами-чиновниками, а как быть с разными категориями, да, тех, кого можно назвать вором. Надо же и с тех тоже спрашивать, то есть вы понимаете, прежде всего надо завоевать доверие общества. Почему бегут там к вору в законе?
Потому что он решает какие-то проблемы. Он реально может помочь, если у кого-то что-то украли. Ну, это факт, да, так не должно быть, но это факт. Потому что если ты обратился в милицию, то не часто это приносит результаты. И получается, что общество чаще обращается к людям, которые не занимаются по своей должности, не должны этим заниматься. И растет авторитет. Авторитет растет прежде всего у молодежи, у молодого сознания, да, у того, который он ходит по улице, он играет, да, и что он видит? Что вы думаете, что могут сделать правоохранительные органы? Лучше работать, как работать? Правоохранительные органы, естественно, должны вопрос воровства и воров решать по закону. Если есть закон, да, под любым действием должно быть основание. Если есть основание, то ты должен действовать вот именно по закону. Но этот закон должен распространяться на всех. То есть это мы можем говорить о неотвратимости наказания. Насколько да, вообще в наши дни неотвратимость наказания наступает, скажем так. Ведь действительно были случаи, что то смягчается статья уголовная, да, которая дает возможность смягчить наказание, или же слабая законодательная база. Вот как вы считаете, почему это происходит, как с этим бороться? Это коррумпированные элементы, это коррупция в тех же структурах власти, это нехотение работать или незнание работы. Я не могу сказать, почему это происходит. Но вот мы часто сталкиваемся, что там из зала суда кого-то выпустили. Говоришь, а почему выпустили? Факты же налицо. Как почему? Ведь там первичный документ составлен так, что вот мы его выпустили. То есть, значит, изначально заложена система, при которой там при каких-то обстоятельствах, если тебе там заплатили, если там они твои знакомые, если ты там не хочешь возбуждать уголовное дело, да, то ты оставляешь себе шанс его отпустить. А если за кого-то не походатайствовали или что-то произошло, значит, мы его посадили. Это двойные стандарты, так не получится. У нас общество очень маленькое. Мы же сразу узнаем, что происходит, как это происходит, да, кого сегодня посадили, кого сегодня выпустили. Общество все знает. Вот давайте пример, там, я не знаю, там, летом мы все сталкиваемся, что бьют там стекла в автомобилях, вытаскивают оттуда сумочки, все с поломанными стеклами, да, ну, это хулиганство, мы понимаем, но если его поймают, его посадят, я так думаю, по крайней мере, его осудят и еще что-то, там, что-то ему предъявят, да, но у нас есть факты, когда человек там средь белого дня отстреливается от милиции, а потом выходит на свободу. У нас есть факты, когда человек убивает другого человека, через месяц он оказывается на свободе. А человека, у которого нашли патроны, тот получает срок. Ну, вот этой несостыковки и появляется, что в обществе нет доверия к правоохранительным органам. Прежде всего, общество начнет относиться и верить правоохранительным органам и помогать им только после того, как они поймут, что для самих правоохранительных органов нет авторитета. Если вы поймали, осудили там законно и за что-то, да, то это наказание должно быть неотвратимо для любого. Что для человека, который на улице, что для вора в законе, которых мы называем, что для министра, она должна быть абсолютно одинакова. Были вот случаи насилия со стороны преступников в отношении там, представителей закона, да, органов правоохранительных. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, что общество может в этом плане сделать? Как оно может, не знаю, осудить, как оно может выразить свое мнение по поводу того, чтобы не происходили такие вещи? Это, безусловно, такое поведение недопустимо. Недопустимо. Общество, те, кто это увидели, осудили все. Но как общество может повлиять на эту ситуацию? Общество не может наказать преступников. Преступники по отношению к милиции всегда вели себя как-то нейтрально. Да? Их взаимоотношения понятны, но так, чтобы преступник пришел и там, подрался или побил милиционера, да? Но это
Во-первых, мы все в Абхазии живем. Давайте немножко по-абхазски тоже мыслить. Это ни в какие каноны абхазца не входит один человек, который бьет другого, драка на улице. Там. Ну, это просто некрасиво. Надо понимать, что он орган власти. Когда ты бьешь милиционера, ты должен понимать одну вещь. Он не... за ним нету там имени, фамилии, за ним власть. То есть ты своими действиями подрываешь азы того, к чему, что мы хотим построить, то государство, которое мы хотим построить. Это недопустимо. Скажите, влияет ли на доверие к правоохранительным органам вот эта ситуация с коррупцией, которая существует? Она есть во многих странах, но вот у нас тоже, конечно, к сожалению, влияет. Да. И вот в связи с этим я хотела спросить, как бороться с таким явлением в обществе? И что вы думаете о создании антикоррупционного комитета, о его возможностях, скажем так? Общество хочет спросить правоохранительные органы, да, вот что вам не хватает для работы? Вот ты спрашиваешь, что вам не хватает для работы, и ты слышишь, нам не хватает заработной платы, там, бензина на патрулирование, ну и вот каких-то вот таких вещей, да. Я ни разу не слышал, что нам не хватает следователей, что нам не хватает там каких-то специфических там профессионалов, что нам не хватает, ну, правда, я слышал, что не хватает там камер, там еще чего-то, то есть технического оснащения не хватает. Мы понимаем, но есть еще и людской ресурс. Мы не можем сегодня все сразу, да, технически оснастить. За каждой техникой, за каждой камерой, за каждым пультом сидит человек. То есть как с человеческим фактором быть? Может, у нас профессионалов не хватает? Тогда давайте обучать. Давайте приглашать кого-нибудь, который делился бы опытом. У нас не хватает следователей хороших. Давайте разбираться с этой ситуацией. Вообще, у нас же сейчас система поставлена так, что надо поймать нарушителей и наказать. Да? Но раньше была чуть-чуть другая система. Были органы, которые предотвращали преступления, да? Которые проводили мероприятия, которые выявляли, которые предотвращали. То есть такие вещи. У нас же этого сейчас нету. Или, по крайней мере, мы как общество не видим этого. Да? Вот я, например, не знаю, есть такое... У нас есть сейчас участковый, да? Кто такой был участковый? Участковый, прикрепленный к какому-то району, знал весь свой район. Он знал хулиганов, знал жителей, он приблизительно знал, кто что может натворить. И предотвращал какие-то вещи. Но даже если происходило преступление, то через участкового это преступление быстрее раскрывалось. Я не знаю, возможно, многого не хватает. Я понимаю, что вот на сегодняшний день что-то делается, что министр там МВД, он действительно там пытается привести какие-то вещи там в соответствие с государством, в соответствии там, с законом. Ведь преступник это чья вина доказана. Пока его вина не доказана, он не является преступником. И поэтому отношение к нему должно быть человеческое. Доказали вину, осудили, и все. А то, что там избиение в камере, допустим, там, или там тоже избиение на улице, такие же факты были. Не красит. Как не красит то, что сделали, то, что там избили милиционера, так и не красит, если милиционер поступит точно так же. Шаг друг друга они должны сделать в этом плане. Взаимоуважение. А тот, кто действительно провинился, тот, кто перешагнул закон, да, тот должен понести наказание. Тогда общество будет всеми силами за то, что происходит в правоохранительных органах, за то, чтобы помочь, за то, чтобы предотвратить. И только такой выход я вижу. И вопрос, опять-таки, в доверии общества. За кого общество? Если общество будет за преступный мир, тогда ничего не получится. Тогда мы не построим ни государство, мы не построим, у нас все будет происходить на понятиях, а мы не можем себе это позволить. Скажите, ветеранские организации, партии, где много представителей ветеранов, да,
они могут как-то повлиять на сознание людей подрастающего поколения и вообще всего общества, именно в отношении вот преступного мира, в осуждении его действий? Они должны влиять на это, просто методы этого влияния ослаблены. Мы должны на это влиять, заняв подрастающее поколение чем-то. Да? Мы должны, наверное, мы общественные организации там или и общественные, и общественно-политические, мы должны, наверное, как-то тоже собраться и решить, что мы можем сделать для того, чтобы решить с воспитанием детей в школах, воспитать в них патриотизм, воспитать любовь к родине, показать, что они будущее, что они, вот мы сегодня, которые там, я не знаю, кто себе что урвет, так и живет, да, что не мы будущее, будущее вы. И вот жить вот так, как сейчас, нельзя. Мы должны показать, как жить им. А как? Это мы тоже только показывать мы можем это только на собственном примере. Тема наркомании очень болезненная в нашем обществе. К сожалению, очень много молодых людей подвержены этому недугу. Это тоже прямое следствие очень крепких, скажем так, преступных связей, организаций в нашей стране. Скажите, пожалуйста, что делать с этим? Я знаю одно, что мы видим следствие, то есть человека, зависящего от наркотиков. Да? Мы видим вот последствия этого. Давайте зададимся вопросом, как это сюда попадает? Через кого это сюда попадает? У нас одна граница. Если мы здесь не выращиваем наркотики, то значит мы их сюда завозим. Мы видим часто там и по телевизору показывают, и там и в дежурной части, да, поймали метадон, марихуана, там остановили. Кого мы видим? Мы видим сельских ребят без дела, без работы. То есть мы видим следствие того, что происходит. А давайте мы подумаем, как это попадает в Абхазию. Какие мы мероприятия делаем для того, чтобы прекратить завоз, для того, чтобы остановить это на границе. Ну, есть, да, я понимаю, что есть факты, там кого-то по одного поймали, второго, третьего. Но наверняка по тому, сколько наркоманов, то завозится намного больше. Мы знаем, что был не секрет, что штурмуют или штурмовали раньше больницы, да, для того, чтобы получить эти наркотики. То есть это же схемы поступления наркотиков, они не с одной стороны поступают, они могут быть с разных, они могут поступать и через больницы, то есть неучтенные как бы какие-то вещи, они поступают через границу, они могут выращиваться здесь. А с этим как бороться? А этих людей, это уже зависимые, это болезнь. Я считаю, что их надо лечить. Может, принудительно от этого никого не вылечили. Но хотя бы делать шаги для того, чтобы они вылечились. Это все те люди, которые вчера, ну практически все, да, которые вчера прошли войну, у которых там есть ранения. Мы их что, вычеркиваем, выбросим из общества? Не получится так. Мы ответственны за то, что произошли. Это психологические травмы, полученные во время войны. Не просто человек начинает колоться. Но дело даже не в них, а дело в том, что сегодня к ним добавляется много молодых. Вот молодые. Нам надо остановить, вы же понимаете, большие партии наркотиков, если они сюда завозятся, да, эти схемы не работают без правоохранительных структур. Такого не бывает в мире. Везде замешан там кто-то из правоохранительных органов. Потому что такая структура, она не может работать, если человек, перевозящий наркотики, не делится с кем-то и не дает, и его кто-то не прикрывает, то она не существует, и очень сложно существовать. Давайте с этим тоже посмотрим, что делать. По крайней мере, движение в правоохранительных органах есть. Если мы говорим, что завтра там взмахом какой-то палочки у нас все будет хорошо, у нас не будет все хорошо. Этим надо каждый день скрупулезно работать и с персоналом, и с обществом, и с преступниками. Это каждодневная, очень тяжелая работа, и надеюсь, она будет вестись, и надеюсь, то, что там нужно для этого, да, государство найдет какие-то
и методы, и средства для того, чтобы обеспечить всем, что нужно для борьбы с преступностью. Спасибо, Илья, за интересную беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо вам большое. До свидания. Мы продолжаем наш выпуск и рассказываем о новостях субботы. Юбилей отмечает Государственное информационное агентство «Апсны Пресс». 20 лет назад, 31 января 1995 года, указом президента Владислава Ардзенба было учреждено новое СМИ, деятельность которого направлена на распространение информации о стране, а также официальной позиции руководства Абхазии. Первым директором агентства стал Беслан Гурджуа, которого затем сменил Руслан Хашик. В 2003 году агентство возглавила Манана Гургулия. В 2014 году руководителем «Апсны Пресс» стала Рената Чагава. За 20 лет существования агентства в нем успели поработать известные абхазские журналисты. АГТРК поздравляет коллектив «Апсны Пресс» с юбилеем и желает ему процветания и творческих успехов. Сегодня на ГТРК выбирали будущих корреспондентов абхазской редакции новостей. На тестирование пришло 19 человек. В основном это студенты и выпускники школ. Лучших выбирали в 3 этапа. Первый тест был на прочтение незнакомого абхазского текста. Второй – изложение на абхазском языке. И третий тест на умение работать в кадре. Тестирование было максимально приближено к работе новостных журналистов. В состав жюри вошли журналисты, ученые, деятели культуры. Из 19 претендентов комиссия отобрала 9 человек. В течение 9 месяцев они будут проходить практику на ГТРК, по результатам которой будет принято решение о их трудоустройстве. По тем требованиям, которые мы предъявляли, прошли 9 человек. Я не говорю, что остальные не могут работать в области журналистики, но для телевизионной журналистики мы считаем, что отобрали лучших из лучших. Услышал объявление по телевизору и, не знаю, хотел попробовать. И пришел, вроде нормально, 3 экзамена было, все 3 экзамена сдали. Это все события, о которых мы хотели вам рассказать. Встретимся на следующей неделе. Всего вам доброго. До свидания.